До того, как он стал кинематографистом, он уже был начальником отряда Чона. Его отряд. 220 сабель у него было. Конники. Дядю назначили начальником милиции. Неудивительно, что такая яркая фигура, как Камиль Ярматов, мог оказаться в зоне интереса тогдашнего НКВД. Мы вдвоем с Камилом Ярматовичем шли по Георгиевскому залу. Там фамилии этих георгиевских лауреатов. И когда мы подошли на букву «Я», там было написано «Ярмат Баши». В Московском Кремле он долго стоял около этого обелиска, где было написано фамилия его пана. Он вот пришел ко мне, снял с плеча мешок и высыпал на стол 12 голов тех бандитов, которых мы искали. Я говорю, вот этот человек? Он говорит, да. Вот он. Вот что это было за времена. Вот что такое Камиль Ярматов. У него была такая шевелюра льва, волосы красивые, лицо точеное. И глаз такой орлиный, взгляд пронзительный. И совершенно жуткая, значит, картина. Меня такая ошеломляющий вид. А это, говорит, вот картина Врубеля. Вот. Это называется «Демон». Вот, говорит, посмотри, говорит, ты говорит, не узнаешь своего отца? Мужик был красивый, вокруг него столько было женщин, что устоять было очень тяжело. У него на руке был золотой перстень, который ему подарил не кто-нибудь, а Джавахарлал Неру. Если бы отец не уехал в Узбекистан, его бы убили. Он снял 21 фильм за свою кинематографическую карьеру. Во всех своих фильмах он не забывал о родине. Камиль Ярматов, режиссер знаменитой картины «Алишер Наваи», которая вошла в 20-ку золотого фонда мирового кинематографа. Я ездил по миру и по крупицам собирал воспоминания людей, связанных с именем Камиля Ярматова. Он основоположник таджикского кино с нелегкой судьбой. Его вынудили покинуть Таджикистан. В принявшем его Узбекистане он 38 лет был художественным руководителем Узбекфильма. Он вложил частицу себя в свои фильмы. Он любил людей и щедро дарил им свое внимание и любовь. Это не биографическое кино, это частицы и отголоски его образов в памяти людей. Он здесь, с нами, я вижу его. مطربا بهر خدا مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو بر تن چون جان بر تن